Поедем попробуем. А, вот здесь мы были, мы здесь ночевали. Администрация смела. Базик даже есть. Всем привет. А вон Мы она поехали что-то в татарскую деревню Уленку, это Омская область. делает. Да, там Вот наша команда. Мы сейчас в прямом эфире. Это Диляра, Женя, наш водитель. Женя, наш водитель. А я бесполезна. Чудесная, да? Так, сейчас посмотрим улицу. Вот тут заброшенный. Что? Тут заброшенный дом. Там тоже заброшено? Нет? Где? В школе мы были, играли в волейбол. Это вот тот школьный автобус, который катается каждый день в Большевиче, чтобы заправиться. 80 километров туда-обратно. Так, это Рушаня. Рушанию-то я знаю. Да. О, салям. А я сразу в прямом эфире в интернете, в Одноклассниках, да. Когда ехали? Хорошо. Тут мы медленно ехали, конечно, трасса-то разбитая немножко. Салям. Это студенты, школьники наши, которые поехали на экскурсию. У нас холодно, градусов, наверное, 15-17. Здравствуйте, ребята. Позавчера было теплее. Смоленский оттепель +2. Ну, вам везет. 14 человек сейчас в эфире. Да. Здравствуйте. А мы баня снег будем ставить? Нет? Пошли? Или не будем вообще? Так, сейчас я достану перчатку. Не надо! Не надо, не надо! У людей уже горячий чай откуда-то нашелся. Ребят, пойдемте. Помогите мне. Что я перестал видеть комментарии в трансляции. Да. А если я останусь в маршруте, кто-нибудь заметит? Ты замерзнешь, там сейчас двигатель выключит и будет Ну холодно. ладно, я укрою. Ну, кроме Вот обычная сельская картина. Раз, два, три, пять стогов сена. И вот за счет чего мы с вами ведем трансляцию. Вышка мегафона. Вот единственная связь, другой здесь никакой нет в Уленкуле. Минус 45. Сочувствую вам, ребята. Минус 45. Я сейчас не готов бы был окунуться. У нас пока больше 20 в Омске не было этой зимой. Привет всем. Вообще, сегодня мы выбрались с этнографическим квестом погружения. Сегодня вот Уленкуль — это татарская деревня. Культуру русских мы сможем посмотреть в Большеречье. Районный центр такой у нас есть. Там старина сибирская, комплекс со старенькими домами, с музеем. Я думаю, оттуда тоже пройду трансляцию часа через 3. Коренная, обалдеешь. Ну, возможно, если бы я родился, там тоже привык. Так. Вот такие школы у нас в деревнях.
Это Уленкуль, деревня в 200 километрах от города Омска. Здесь компактное проживание татар. Здесь пара русских семей и вот сотни 3, наверное, 4 татар. И самое главное, вот в 16 году здесь поставили бюст татарскому поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. Российское военно-историческое общество оставило бюст. 3-й год уже пошел. Вот такой он. Ну, Джалиль был в лагерях, в подполье. Там раскрыли ячейку, и все они были уничтожены. Вот самое известное стихотворение на русском языке, которое многие знают, «Варварство». Можете загуглить, посмотреть. Оно даже вот здесь вот «Варварство» высечено. Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили, а сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроились в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. О, Татарстан, привет. Ну, в Норильске, да, в Норильске влажности, скорее всего, нет. Сухой воздух. Поскольку я знаю по друзьям, которые имели проблемы с легкими, с простудными заболеваниями, им в Салихарде, на дыме живется, дышится намного легче. Как здесь шумно. Здесь же дети, школа. Экран немножко запотел. Сейчас изображение восстановится. На второй? И там раздеться, да? Спасибо. Доходы опять. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, рюкзаки, смотрите, прямо на полу валяются. Я, конечно, простыл. Голос у меня очень тихий. Так, здесь нас не ждут. Где-то в другом месте. А куда все ушли, вы не знаете? Куда ушли? Сейчас приехали с города. Дальше. Вот Муса Джалиль снова на школьном стенде. О, салям. Ассалям алейкум. Ты тоже приехал? Молодец. В прямом эфире сразу транслирую. Да ты что? Это Сиятин. Как там наши дела? Ну мы сейчас объявление размещаем. Так, Диляра мне звонит. Она, наверное, там. Сейчас я иду. Девочек. Так, все городские здесь. Вот, А зачем ты звонишь? Я в эфире. У меня трансляция прерывается. Как тебе школа? Как тебе деревня? Нет? Да. Школа большая. А деревня большая-то? Ну, человек 300, наверное, да? человек 300. Сколько сейчас здесь живет? 1000 человек. Ну, в поселение входит помимо Ну, Воробьев тоже. Черновые ходят. Хорошо, как официально, только неофициально живут еще. О, А типа официально нам около 1000 человек. нет, в Уленкуле самом человек 300 живет, 400, наверное.
Не будет там 600. Ну, детей в школе мало. На 600 человек здесь 100 детей должно быть в школе. 100? Да? Ну, сейчас спросим. Я тебе зайду. А, вот как раз. Ну, все на стадии оформления. Профсоюз, что ли? Пойдем. В спортзале открыли для вас. Я хорошо. Куда пойдешь? Иду. Только там не снимай. А расклад другое. Там. На первом этаже, который... Все на первом этаже. Не пойдете? А сумку здесь можно оставить? Да. А, хорошо. Я тогда по школе погуляю. Ты сегодня не ходи, потому что сейчас будет экскурсия, а у них выставочные вещи. Да? Салам алейкум, Дагестан. Парни, салям. Что у вас, переменка идет? А почему вы бросаете рюкзаки на пол? Просто. Ну, как в любой школе. Памятная доска ветеранам. Офицеры вооруженных сил. Контрактники. У некоторых ребят я вот лично знаю. Кстати, в Уленкульской школе присвоили имя Мусы Джалили. Бюст Мусы Джалили перед школой. Школа имени Мусы Джалили. А у вас уроки сейчас или перемена? Перемена? Поэтому так шумно все бегают. Я вчера... С детьми. А? Отдельно зашел, да? Yok, снимал, позже зашел. Пока памятник бюст снял, показал. Дети по классам зайдут, чай попьют. А, хорошо, хорошо. Талганлар пошли, по-моему, вниз, в туалет. Там никого уже нету. Хорошо. Салям, мы в прямом эфире. В прямом эфире в Одноклассниках. Расскажите, что, как школа, чем на переменах занимаетесь? Не стеснялся? Интервью берешь? А? Интервью уже берешь? Ну да. Что вам показали? Это смутно, по-моему, не кажется? Ну, такое ощущение, что он запотел. Что, куда нас зовут дальше? Хорошо. Учительские пока собирайтесь. Хорошо. Сейчас девочки выйдут. Только мы спустились вниз, нас позвали наверх. Музей здесь школьный есть. Хотим его посмотреть. Вот.
Кабинет татарского языка и литературы. Преподаватель это Латыпова. Яхшыбыз. А кто умеет играть? Я не умею, я немножко совсем. Это мечеть Кул-Шариф, когда пропадает. Звонок прозвенел, а ребятишки бегают в коридоре до сих пор. Что, не пускают вас? Закрыто? А вы вдвоем в классе учитесь, что ли? 5? А сколько всего человек в школе? Не знаете даже? Ага. Вот так вот. Ждем. В школе русских почти нет. Ну, я тебе говорю, что в Ленполе, насколько там, если 600 человек здесь живет, если есть одна или две семьи русских, все, больше никого. Русских В выдали. Ленполе же он поселение сибирских народов и бухарцев. Типа Усманки наши, да? Османки нет, османки Побольше русских. население меньше, их меньше. Мы будем потом. И только, наверное, маленькая улица. А что там на улице будет? Вы знаете. А ты почему? Хотел сказать, типа, ты почему не на уроке? 18? Так молодо выглядишь, ты когда сказал, сначала не поверил. Ой, это я еще без журнала. Ну, учительскую же сказали. Только на учительскую совсем не похоже. Ну, как правило, под учительскую самый сырой кабинет отдают. Ей постоянно находиться нельзя. Это Латыпова. Да, это преподаватель татарского языка, у нее вот фамилия же. На двери кабинета указано. Фамилии все знакомые. Оп. Где наши экскурсоводы? Добрый. Элвина Грея, конечно, знают. Кто знает Элвина Грея? Знаешь? Певец, конечно, знает. А ты, Айрат, знаешь? Вот. Спрашивает. Сиродин спросил. Все не знают. Кто его не знает? А как зовут Элвина Грея? Радик Ебакин. Вот, знают. Хотите? Я смотрю, здорово. И Санусис. А, вот. Самир? Самир. Можете просто салям или соумус. Соумус это на местном диалекте. Это у нас так здороваются. Некоторые у нас говорят просто говорят самс. У нас то же самое. Самс. Самс. Так, ну что, готовы? Да.
Пойдемте тогда вниз. Нет, нет. Петь сейчас, наверное, мы точно не будем. Тут же занятия в школе идут. Только что звонок прозвенел на урок. А мы приехали с города на экскурсию. Молодежь татарская, казахская. В группу? Нет, у нас те, кто был из исполнителей, уехали в Казань, уже выступают там. Еще один сельский музей есть в другом здании. Музей истории школы. Так, здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые наши гости. Мы очень рады вашей встрече. Может быть, кто-то с кем-то мы знакомы в ходе беседы познакомимся. Ну, это Диляра Пасман, Камилова, мы их очень хорошо знаем. Рушанепа представила уже себя. И меня зовут Чумар Сетин Салимович, я учитель обществознания, занимаюсь вот этими тремя музеями, которые есть. Итак, вы, наверное, тоже заканчивали школу когда-то. Может быть, кто-то недавно, кто-то может учиться. Буквально осенью мы были в Шебакульском районе, там в селе Акшил есть Тамарская школа. Может быть, слышали. Нам очень понравилась эта школа. Мы были в восторге от этой школы. Но так как вы находитесь в нашей школе, Рушанепа уже сказала, у нас 3 музея. Вот этот кабинет был медицинским кабинетом. У нас музей был на 2-м этаже, помещение было большое. Поэтому только в том году сумели собрать кое-что и вот организовали по годам развития нашей школы вот именно стенды. И 3 музея. Первый, почему мы находимся именно в истории школы. Вы из разных, может кто-то из города. Есть из города кто-нибудь? Есть. Все вы городские? Из деревень нет? Я тоже думаю, что. Поэтому у кого-то, может быть, школа древнее, может быть, наоборот, моложе. Вот наша средняя школа в 2019 году будет отмечать 80-летие школы. Это здание будет на будущий год отмечаться выпуск 40-й год. То есть в 1978 году построили вот эту школу. Но школы не было. Вы, наверное, обратили внимание, что в нашем селе живут в основном татары, татарское население. Самые первые воспоминания о школе относятся к 1920-е годы, когда советская власть установилась, 20-22 годы, было решено создать начальную школу. 2 комплекта, то есть 1-й, 3-й, 2-й, 4-й. Но учителей русского языка не было. Поэтому пригласили учителя Пузанова, так русский язык учил. Но боялись, потому что теперь уже не боимся, потому что мы привыкли, да, и очень прекрасно говорят на русском языке. Детей было очень много, как, наверное, во всех селах, потому что многодетные были дети и так далее. Вот если мы посмотрим на этот стенд, это так начиналось. Я имею временные рамки, поэтому вам показать вот это вам ничего не даст, потому что вы видели, это по выпускам, да, такие-то годы. Вот здесь вот лежит альбом, в этом альбоме мы по годам расписываем, кто какие годы заканчивает. Выпуск такой и так далее. Поэтому за все время существования нашей школы, школу закончили 1168
человек. Из них закончили 318 институты и академии. Может быть, это не так много, но колледжи, конечно, намного больше закончили. И вот первые на нашей памяти были живы первые выпускники. Это Шейхов Мидхат Камидович, он ровесник Октября. Если ровесник Октября, в том году столетие Великой Октябрьской социалистической революции, значит, он 17-го года. И Рахмангулова Рауфа Хамзеевна, она тоже, она 16-го года. И поэтому вот они были первыми выпускниками. 4 класса всего. Дети закончили школу. И тогда куда деваться? Надо ехать в Евгащино. Вы Евгащино проехали. Это русское село, центр Дзержинского района. И поэтому 30 детей, и 2 с ними было учителя, которые знали татарский язык. Они отдельно занимались от русских детишек, потому что они русский язык абсолютно не знали. И проучились, а родители обращались с письмами. И тогда в 1932 году решением Тарского исполкома, Тару, город Тару, знаете, наверное, обращали, волосной какой-то центр был, и поэтому было принято решение об открытии на территории нашего села 7-летнюю школу. И эта школа называлась «Школа колхозной молодежи». Но Чебаклы проезжали тоже. Может быть, слышали, там Чебаклы, Старый Карасул, Хизгалы, да, вот спали. Ну, когда поедете, вы обратите внимание, там Чебаклы, там есть Яланкуль, село Яланкуль. Может быть, слышали про Яланкуль. И это Чебаклинское сельское поселение относится. И там открыли типовую школу. Группу учителей взяли отсюда и отправили туда. Но 7-летняя школа, всего было 5 классов. Ну, малокомплектные, потом 5-6. Начали писать, опять-таки, родители письма, общественность, близлежащие татарские села. Кто знает Башкирский район? Мы. Все знаете? Да. Хорошо. Перечитаем татарские деревни. Яланкуль, Уленкуль, Каракуль, Черналы, Тусказань, Форпост, Яна-Овл, Куйгалы. Сейчас скажу еще. Ну, откуда эти ребята знают? Кошкуль, абсолютно. Казатола, Пустов. Вот Оллугуль. Очень много Большие было. Мурлы. Это тоже татарские деревни. Тоже татарские. И поэтому было решено в 1939 году открыть среднюю школу. Я вам уже сказал, на будущий год будет 80 лет нашей школе, да, как функционирует средняя школа. Но началась война, потому что они пришли в 8 класс, потом 9, а выпуститься они не могли выпуститься. И поэтому выпускники это были талантливые молодые люди. И, конечно, практически у нас на фронт ушло 272 человека, не вернулись с полей сражений 168 наших земляков. Они сложили голову на фронтах Великой Отечественной войны. И в том числе, вот, татар Дуньясы, наверное, Диляра вы получили, да? И, может быть, многие из вас тоже получили. Последний номер была статья Зульфии Сагитовны, которая написала о семье Валеева Фуатовой и Исхака Суфиевой. Вот Фуатовой – это академик, профессор, который буквально умер. Нам посчастливилось с ним познакомиться, да. И он писал, у него 6 монографий именно про жизнь, про быт сибирских татар. Ну, он закончил нашу школу. Вот мы этим гордимся. К сожалению, фотографий вот у нас нет. Только, ну, есть где-то, но уж извините, ладно, мы не будем там, потому что когда-то все было. И вот так вот учителей не было. Учителей не было, и сейчас к нам сюда приезжают учителя из Казани. Ну, я сейчас даже фамилия нам ничего не даст, потому что учителей не было.
пока мы подготовили свои кадры, и эти кадры начали делать. В 1989 году директором школы была Рахмангулова Залифа Абдрахимовна, может быть, слышали про нее. Это человек неравнодушный, это истинный патриот. Таких людей много здесь. Я немножечко потом на втором этаже тоже о них расскажу. И грандиозное мероприятие было здесь, отмечали 50-летие нашей школы. И вот эти все экспозиции, вы посмотрите, ведь вот фотографии сейчас мы не храним, согласитесь? У нас в телефонах есть, где-то на флешках, да, есть, где-то на этих. А вот такие фотографии, это же уникальные фотографии. Это по крупицам собирали, ведь фотографов даже в то время не было. И надо было вот это собрать, искать. И каждый класс получал задание по десятилетиям. И вот они искали выпуск, фамилии делали и так далее. Вот, и поэтому вот эта вот экспозиция про эти 50-летию, вот школа, средняя школа ютилась в таких 6 зданиях когда-то. Потом построили деревянное одноэтажное здание по улице Гагарина. Сейчас вот главу Ульяновского поселения вы увидите. Она живет именно, может быть, Диляра, ты знаешь? Не знаешь? Где Баяны живут, где Мухаммедчины живут. Вот там, на этом месте, была средняя школа. И были мастерские. А потом детей много, каждый 360, 380. Это же много, а школа маленькая. И было принято решение построить вот эту школу. И вот эта школа, я уже сказал, функционирует с 1 сентября 1978 года. Выпуск этот первый, здание этой школы будет как раз на будущий год. Поэтому у нас 3 медалистки, 3 закончила, 12 человек закончило серебряной медалью. Я уже выше сказал, что 200 с лишним человек закончили институт академии, трудятся в разных сферах. Гордостью, да, здесь надо просто вам показать еще одного человека. Так, помогите, Рушанепа, где не могу найти Чемакина Владимировна. Вот Чемакина. Посмотрите, вот отличники народного просвещения Чемакина Владимировна. Единственная русская учительница, которая переехала к нам или по распределению попала к нам в 1943 году. Она учила наших бабушек, родителей русскому языку, и она отдала школе 55 лет. Вот единственный человек, у ней в трудовой книжке одна единственная запись. Принята на работу учителем русского языка и литературы и уволена в связи с выходом на пенсию. Всего вот 2 записи. А заслуг у ней очень много. В этом году ей исполняется, не в этом году, извините, в январе, 24 января ей исполняется 95 лет. Она жива. Бодренькая учительница. Самая младшая дочь у нас работает в школе учителем русского языка и литературы. Вот вкратце, конечно, много у нас, и людей много, и выпускников много, которые являются гордостью, и военные есть, и знаменосец 10-го Всемирного фестиваля Мустафин Рифкатова, вы, может быть, слышали про такого, не знаете такого? Нет. Он был знаменосцем советской делегации на 10-м Всемирном фестивале молодежи студентов в Берлине. Он как раз выпускник, он из деревни Туз-Казань, когда вы проезжали же деревню, вот оттуда. Поэтому я еще раз говорю, много можно говорить, но у нас еще впереди 3 музея. Пойдемте. Всегда готов. Музей в основном состоит из фотографий. Не очень удобно быть вместе с детьми.
О, все взялись мыть руки. Столовая школьная. Вкусные обеды. В школе столовой я здесь не был, по-моему. В деревне был в 2000... А? Нет, это в 2012 году я здесь был. Потому что в области, когда катался, я в Большеречье заезжал. Вот деревня рядом была, перед Селедком, Евгащино. Там был раза 3. А в Уленку нифига не было. На Сабантуй приезжали мы специально. Слушай, ты будешь? Буду. Надо как-то покушать. Людей подразнить, кто сидит в эфире. Вот. Давайте, раз, два, три. Так, все, пожалуй. Да, держи пока. Пока же не общаюсь. Пожалуйста, вот туда. Спасибо. Покажите свои голодные лица. Я кофе пойду. Ешь, я сказала. 8 человек. Я ем. Ешь давай. Я ем. Встанете со стола, когда будет тарелка пуста. Ладно, мы тогда вечером посидим. Что, будем снимать? Учитель Сиадина был, он еще с нами. Мы сейчас тогда покушаем прямо при вас. И дальше пойдем с ним смотреть еще 2 музея, да, у нас? Приятного, спасибо, спасибо. А мы можем так поставить. Вот так вот устроит вас. Вот особенно вот так вообще идеально. Да, вообще. Людей дразнить. Вы тарелку поставьте. Вот так вот? Я просто... Вот так вот, да, все видно, слышно. Вот прям вообще Вообще нормально. идеально. Ну, рассказывайте, что интересно, как вам музей, как вам школа. Целый кабинет музея. 2 еще будет кабинет. Что вы за ученики такие, что историю школы не Я знаете? только перебралась в эту школу. Надо вернуться в школу, да? Нет. У нас просто новую построили, а все разобраться. А что там? Ну, позвала Евгения. По телефону. А, Женя? У нас тут сеть не ловит. У него Билайн. Ты нас снимаешь, что ли, как мы кушаем? А зачем мы включаем? Мы вообще в Омской области, в 200 километрах от города, в селе Уленку, или 300. татарское село, 300 даже, 280 километров. 280 километров, мы от Омска. А почему у тебя работает интернет? Можно? Потому что у меня Йота, а Йота работает через Кушаем мегафон. лапшу. Так матч. У меня Теле2 тоже должен работать через мегафон, Нет. он не хочет подключать его. Можно? Беру. Привет, привет. Ты там пишешь? Ну вот, я вижу комментарии. Посмотрим. У вас варит так матч? Как? Так матч. Лапшу. Еще руками нарезано. Еще надо. Алия, я не слышу, ты хочешь или нет?
Нет, чай не будет? Я вообще чай не Спасибо, спасибо всем за приятный аппетит. Ну, вы такие дурные. А кто дурной? Не знаю. А кто дурной? Аппетит. Мне нравится плов стоит, а не слышит. Якутия. На Якутию смотрю, что. Плов кушаем. И это, лапшу с куриным мясом. Нет, мы находимся в гостях у сибирских татар. Не Якутия, это Омская область. А почему Якутия? На якутов мы совсем не похожи. За столом казахи сидят, сибирские татары. Тоже мне якуты слышно. Нет, мы курицу едим, не придумывайте. Хинкали не будет. Шоного мяса у нас нет. Мы же в школьной столовой, тут кормят по стандартам. Кстати, а басбаш что это такое? Басбаш. Идите, басбаш. А что это такое? А что такое басбаш? Татарлар. Рахмат Хашбулсын. Киргизский? Киргизский мы должны понимать. Я был в Киргизии, понимал. Карина там кушает? Ты вообще ничего не ешь. Нет, я ее видел уже сколько раз. Да, домашняя лапша. Ешь. У нас, сколько у нас времени сейчас? 12 час. Поэтому давай добровольно. А сколько у нас времени? 12:07. 12:07? Да, у нас полдень сегодня. Вот, чтобы вот У нас 3 часа разницы с Москвой. Омская область единственная в часовом поясе. Плюс 3 от Москвы. Что ты идешь? Да. Ну, мы проехали 300 километров. Встали все в 6 утра, чтобы добраться сюда. Конечно, многие проголодались. Ем. Я морковку не ем. я тебя не спрашиваю, что ты ешь. И что, без разговоров, молча. Есть такая поговорка, когда я ем, я пью. Если разговаривать, Приезжайте, говорит, в Красноярск. В Красноярске 1000 километров, да? До Красноярска 1400 даже. Ты же был в Красноярске на Табанке? В 2015 году. Ездили мы на автобусе. Сколько мы туда ехали? Я помню, часов 30 или 40. Может, память хотят. Что-нибудь супер хочет? Могут ли татары давать обед безбрачия? Что? Могут ли татары давать обед безбрачия, спрашивают? Нет. Нет, наверное, я вообще У про такое татар, первый раз слышу. у мусульман в принципе нету такого, не принято. Мы приехали на экскурсию в татарскую деревню сибирских татар в Омской области. Спроси, пожалуйста. Большие, маленькие? Ну, какие-нибудь, чтобы размешивать. Что размешивать? Чай. Там даже рекламу протащила. Да, я постоянно Это кидаю. вот здесь, брат. Это где такой сабанкой. Ну, здесь сибирские татары и казахи, узбеков здесь нет. Ну, вот та деревня у Ленты, в которой мы здесь, да, бухарские татары. Это узбекские крови. Кому еще? Узбекские корни есть у сибирских татар. В Омской области. Бухарцы, да. Добавки хотите? Я тебе сейчас вторую тарелку дам. Мы из Омской области. Чак-чака у нас нет.
Почты России можем отправить. Надо показать. И как бегать удобно. Это не праздник, это просто обед у нас. Ну, праздники не будет. А вот же пишет в комментариях. Как это праздник культуры, кстати, да. Здесь и дети, школьники есть, здесь и взрослые, студенты. Где-то Классная аудитория. Она сияет. Сейчас сутки дает, и дом будет. Она все будет. Карина, Картошка плов не будет. ешь все. Не будет она. А что она не хочет? Она все хочет, да? А мы сейчас пойдем после обеда смотреть два музея. Вы Поэтому будете ходить и говорить. трансляцию не прерывать не стали. Моя Паша красивая. А Пашку все боятся. А я нет. Нет, мы не гастарбайтеры, мы татары. Что там написано, что гастарбайтеры? Вон, посмотрите на Женю, какой он гастарбайтер. Ну, похож разве на гастарбайтера? Салатик ешь. Почему голодные? А потому что мы в 6 утра проснулись в Омске, в 7 утра выехали, пока все собрались, и 4 часа сюда ехать 280 километров. А, голодным глаза режут, поэтому они пишут об этом. Вполне возможно. Нет. Что, будете смотреть на стол? Можем с Женей пообщаться. Как вы значит писали? А? Писали. Что пишут? Нацисты, фашисты. А, там писали нехороший комментарий. Кто нацисты, фашисты? Ну, в комментариях писали. Мы фашисты? Нет, несколько человек писали. О, бродилка. Юлий, привет. Проснулся. А мы на микроавтобусе Форд Транзит. Юля много потерял. Всей этой дружной компании. Что, не поехал? Что ты говоришь? Я хочу еще один кусочек. Дайте. Люди как мыслят однотипно. Знаки чайники. Каким, когда чайник, все это не ест. У людей всегда негатив. Вот девчонки. Прикинь, никогда эти чайники. Позорно. Вообще. Такие же люди, как и все. Надеюсь, не нас снимает. Девчонок снимают. Ну почему отличие-то все равно есть? И не китайцы. Про кого он пишет? Красивые девчонки. Третья снизу про середину пишет. Третий снизу я посередине. не знаю, про кого писали. Если мы же девочек, то кого мне? Пацаны тоже здесь есть. Вот пацаны сидят. Почему одни девчонки? Надо было купить. Показать мальчика? Ты хочешь себя показать? Мальчика. Вас надо было голову подержать. Зрители решили, что гастарбайтеры кушают, обедают. Мы сюда на работу, да, приехали? Да. Школу строить. Я что-то пропустила. Про недобитых фашистов. Это можно не читать. Просто Альберт немецкое имя. Почему? Пишет, что фашист. И куда ты уходишь? Молодой казахский миллионер.
пусть люди в лицо знают. Мне даже теперь начинает в последнее время казаться, откуда это выражение появляется. Перспективных русских миллионеров. Потом им начали все звониться, подтверждение спрашивать. Что у тебя спрашивали? В каких банках у меня счета? А, да? Ребята, не ругайтесь. Так бесполезно, не примиришь. Ну, какая-то ругань пошла. Кто выше плохо? Друг с другом ругаются. Я вот ем. Молодец, ешь. А Вика не съела. Куда денется? А почему так не съела распинать? Чак-чак не готовили, не знаю. На Сабантуе чаще всего чак-чак готовят. Куда еще у нас? А вот подписчики, зрители спрашивают. Правильно, так и должно быть. Я говорю вообще. Да? Или сразу нам? Нет, слово Ребята, давайте жить дружно. 300 человек сейчас в эфире. А вас не будет пермиссион? Вы каждые овощи должны водой вымываться, как только росли. Вот мы кушаем салатик. Питаться Плов. Вам этого должно быть достаточно. А то совсем из ума. Серега, девчонкам по 14 лет. Ну, в принципе, можно и сопли не ешь. Сколько должно быть? 3 часа на встречу. 3 часа уже давно должно быть. Блюдо. Плов. Плов с куриным мясом. Курицу же, да? Ну, в плове. Давайте сюда телефон, я его снимаю. Я же поговорю про блог. Я так никак не вещаю. А я разговариваю. Я тоже не разговариваю. Да, пока. Ну, сейчас я сигналик пойду. Стима вчера честно, как мы 50 Алия, знаешь, Чем мы сейчас в музей пойдем? Второй? Сейчас на второй, третий быстренько посмотрим. когда я не обуху нет. да. Говорю, А я пару умею минут назад. совмещать два дела одновременно. А я вот И вот мы посетили школу, которая носит имя Алимы Багуловой. Ты знаешь, кто такая? мы знаем, такая не я не хотела, блядь. Вот ты домашнее задание. Мы с вами больше не увидимся. Я на репетицию приду. А мы не придем. А да, мы, кстати, сразу не ходим на текст. А что это вы не ходите? Мы ходим на вокал. Сколько не голоса. Вам медведь на ухо наступил. Может, чай кому-нибудь? Просто вода. Холодная. Ага. Сахар. Да, молока у нас тоже нет. Ну, ребята, у нас школьная столовая. Мы заказали стандартные обеды, чем кормят учеников. Это по-сибирски татарский? Или это в принципе Ну, бывает, да, что даже между деревнями отличается? произношение. Серьезно? По-казахски? И как будет? Нет, литературное есть. Да, это бытовое, а есть литературное. Табак? Нет, табак это поднос. Ну, казаха, по крайней мере. Ну, а тарелка как будет? Татарский? Да. Если вы скажете, может быть, что-то похожее. Как тарелка будет? Спроси у них, По-казахски? знаем. По-татарски. Табакца, вот, правильно говорит. Табак тарелка. По-татарски. По-татарски табак. А табакца, что это такое тогда? Табакца? Да. Не маленькая тарелка, в принципе, ну да, табак это Где моют посуду? А табакца это маленькая вот такая.
Ну, у нас, вот в нашем диалекте они не различают. Мы говорим просто тавак, еще через В, не через В. Тавак – это более литературный. Это мы как вот в книжках читаем тавак. А вообще казахский диалект литературный – это таринка. Тарелька? Маленькая тарелка, таринка. А у нас говорят тарлика. А, тарлика даже. Тарлика-то я не слышал. Да что, ребят, какая водка, мы же в школе. Пиваем чай. Что вы нам сказали сидеть? Какое слово по-казахски? Совесть? Ну, есть как бы... Уят. Уят. У нас школьники подошли. Рахмат. У нас говорят рахмат. Рахмат. А, ты не был в первом музее, там история школы. В первом музее ты пропустил. Там история школы, фотографии. Ну, в первом музее Си-1 Абы показывал. История школы, фотографии за все годы, выпускники, учителя. Чего говоришь? Сейчас мы пойдем во второй музей. Правда, не знаю, что там. Утварь кухонная. Или что-то национальное будет. Шаня. Пожалуйста, ребята, чуть потише, там экзамен. У нас занятия, экзамены идут сегодня. Так, еще раз, уважаемые ребята, здравствуйте, уважаемые гости. Вы находитесь в музее памяти единственного почетного гражданина Башкирического муниципального Да, экзамены района, сейчас нашей- тестовые идут. Нашей учительницы Шихова Манви Хусаиновны. Вот все, что вы видите здесь, это все ее. Да, это только часть. 15 января 2019 года ей исполнилось бы 90 лет. 80 лет она прожила, значит, математики вы все можете считать, в 2009 году, 15 января, отметили ее 80-летие, и она в апреле уже скончалась. Она думала, доживу ли я, доживу ли. Она Она 95 дожила. человек исполнилось. И вот то, что вы видите, это малая толика того, что она сумела создать. Вот то, что вы видите, это все, это ее вещи. Самые лучшие вещи это в Турции, это в Санкт-Петербурге, это в Калининграде, это в Голландии, у родственников. Она всем бескорыстно раздавала. Ну, а самый ее главный труд... А у меня книга, я не взял за книгу. Книга была. И самое главное, посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот то, что вы свои родословные шашарели самыс. Шашарели самыс. Шижире. Шижире. Как вы? Шижире. Шашарели. Ну, біз шашарели айтамыз. И вот
про каждую семью. Вы посмотрите, вот каким надо быть. Она все расписывала. Вот это уникальные вещи. Вот это надо знать. Я всегда ребятам говорю, сколько колен ты знаешь своих родственников? Сколько колен знаете? Ну сколько? 5 колен знаешь? Да про дедушку знаешь? Да. Знаешь. А про Нет, не знаешь. Только дедушку, да? Дедушка, у них сыновья. Дикие африканские племена неграмотные. Разбудите их, они вам до 7 колена. Например, африканские племена почему-то знают до 7 колена. А Манвер... Да, 7. А вы знаете? Ну, до 7 не знаю. До 7. Вот я, к сожалению, знаю только... Раньше говорили, что девушка не может выйти замуж, пока она не знает Не до выучит. 7 колена, не Так, узнает девочки, свою давайте слово. учите. И видите, это надо такой феноменальной памятью обладать, чтобы про каждую семью, Мухаммадеев, Мисафаровых, Шиховых, кто откуда родом. Мы жили, я уж позволю себе так сказать, мы жили на одной улице, и мне звонок из Москвы. Надо узнать, у нас телефонов таких не было, домашний был телефон, надо узнать про семью Айтыкиных. Я бегу к ней, она находит в своих записях Айтыкины. Айтыкины, может быть, взрослые Диляры, может быть, или Комилева их знают. Это купцы из города Тары когда-то были, да? И вот она находит, и вот все у ней уже записано. Это вот что надо знать? Каким умом надо обладать? И вот, конечно, они вам вот эти вот ничего не говорят, но тоже родом из Улен-Кулема, и ваши здесь тоже где-то есть. Есть. То есть, есть, да. Вот кто откуда родом, кто кому родственник. Это ведь я призываю вас тоже свои родословные так изучать, да? И по этим материалам когда-то наши дети выступали в Москве на Всероссийской открытой конференции обучающихся. И вот одна девочка в 7 классе, она училась «Судьбы моих предков на фоне эпохи Туфатуллина Регина, Уленкульская школа, Омск». И вот как раз она рассказывала про родословные, которые вот здесь, как было, так мы оставляем. И краевед. Сейчас мы пойдем, почему мы начали со школы, начали отсюда, вот именно со 2-го музея. Она из деревни Яланкуль. Яланкуль вы слышали. Яланкуль, если так вот пройти, 40 километров, буквально недалеко. 2 дня они добирались пешком с подружкой. Убежали из колхоза, колхоз не отпускал, потому что здесь открылась средняя школа. Вот у ней была тяга учиться. Убежали, ночевали где-то в Чапаево, переночевали, потом опять пешком. Но в то время это были конец 39-е, 40-е годы, волков много было и так далее. Это сейчас мы как-то, легко, да, сейчас людей надо бояться, так, а уже волков, может, не так уж много осталось. И вот она прибыла, она была одной из первых выпускниц нашей школы. Экзамены они сдавали в Евгощинской средней школе, вот соседней, которую вы перекресток проезжали. И вот везде Байрам Белян Улянкуль Мактавн. И вот такой вот вышла она в Евгощинской средней школе. В то время был Пономарев Николай Павлович директором школы, а дочь ее заслуженная учительница Российской Федерации Пономарева Альбина Николаевна, она химик. И 6 было детей. Вот представляете, как это были военные годы, давали пайки. Положено было давать 400 грамм пайков. 400 грамм, представляете, сколько. Вот мы, наверное, больше съели, да, например, потому что... А им давали иногда 200 грамм пайков, а больше ничего не было. Потому что они она вообще из Яланкуля. Некоторые из Чернолов, некоторые были из Уленкуля и Тусказани. 6 детей. И вот Николай Павлович, 3 не смогли сдать.
они уехали. И вот он, ну, не побоялся, и пайки тех, они числятся, и пайки давали. Он делил на этих оставшихся троих. То есть им чуть-чуть больше досталось. Вот если бы не было этих пайков, они бы, конечно, не закончили. Из 6 закончили только 3. И вот она закончила институт, а потом стала работать в нашей школе. И вот если вы посмотрите, вот это вот, Кремль в Москве, наверное, многие были, если не были, но, по крайней мере, будете или увидели. Она 25 лет вышивала. Почему 25 лет вышивала? Потому что у ней за это время 2 сложнейшие операции, и 1 глаз у нее не видел. Вот одним глазом она вышила этот ковер, и за эту работу получила звание «Мастер золотые руки». Если позволите, я вам покажу. Вы с изнаночной стороны не увидите ни одного шва. Помните, король Норвегии, когда Александра Калантай встречалась с ним, и он, оказывается, тоже очень хорошо вышивал. И Калантай была дипломантом. И она сказала, что я буду надеяться, что в вашей дипломатии не будет узлов. На самом деле российская вот как раз власть, советская власть установилась, и тяжело приходилось советской власти. И вот так вот налаживали связь. А вот эта работа, и вот смотрите, каждая работа, это с каким, да, с какой любовью связана. И она была одной из первых посетительниц деревни Багрудюлюк в Турции. Я в том музее скажу. И вот когда в семье рождался младенец, она вышивала и давала всем вот такие ангелочки. Никто, она сама приносила, она всегда делилась. Ну, к сожалению, у нее не было детей, замуж она так и не вышла, и вот она всю себя посвятила. Рушаня, нет, у Рушани есть родная сестра Нуранья, она живет в Казани. Я сейчас вспомнил. У Нуранья Павленко Нанвиапа научила. Помнишь? Да. И вот эти девушки... Она кружки вела. Кружки, там оплачиваемые, не оплачиваемые, но она вела кружки. В классе ее сестры было очень много девочек. На перемене они не выходили. Они сидели каждый... На перемене они вышивали. А на последнем звонке они всем учителям, а учителей у нас было очень много, там порядка около 30, и всем без разбора, мужчина ли, женщина ли, вот выпуск твоей сестры нам подарил красивые ажурные салфетки. Они вот до сих пор занимают почетное место в нашей семье, потому что на самом деле очень красиво были связаны. Поэтому вот если посмотрите, ансамбль Ядкарь, она собрала бабушек. Эти бабушки, вот как в сказке Шахерезады, вот они так красиво пели, такие наряды у них были самобытные. И вот здесь вот альбом есть. Вот, ну, сейчас только одну фотографию, где эти бабушки, к сожалению, из них только, по-моему, одна жива. Одна жива. Вот тетушка Манавара. Остальные все нет. Вот эти бабушки. Поэтому, ну и самое... Ее приглашали на свадьбы. Конец 40-х, 50-х. И вот Қадірлі Манвиапа, сізні кешкі сағат 9-ға той кешесіне килогызны утыйбыз біз. 54-й год. И вот потом она собрала уже, ну вот такие бумажки были. Сейчас дайте вам кому-нибудь такую пригласительную на свадьбу. Не только там. А потом уже она собрала фотографии тех людей, которые когда-то приглашали ее на свадьбу. Представляете? Вот. То есть она вот этим кропотливо занималась. Вот фотографии уже правнуками, внуками. Вот здесь свадьбы уже современные пригласительные пошли. Вот так вот скрупулезно она этим занималась. Ну, что еще? По ее работам приезжают... Достоевский, вы знаете,
университет Достоевского. Вот здесь вот книга Марина Александровна Тихомирова «Культура питания татар Среднего Прииртыша. Проблема формирования этнокультурных связей». Вот буквально недавно вот подарок студентов Уленкуль Шихов Манвия Хусаиновны в 2006 году. В этом году Марина Николаевна Тихомирова, извините, она была опять здесь у нас, но она уже собирала посуду. И вот все то, что здесь есть, это как раз заслуга и Манвии Хусаиновны. Плюс Карусенко, может быть, знаете, Светлана Николаевна. Да, знаете, да? Кто знает? Я знаю тоже. Вы знаете, Карусенко Светлана Николаевна. Мы учимся у нее. Ну вот видите как. На этнографии. И она постоянно у нас. Она постоянно. У меня вот тоже есть бухарские татары книга, подарок мне. Если бы я знал, я бы... Ну, у нас эта тема не стояла, поэтому мы не все же можем принести. И вот она тоже очень... самый в титульном листе, она прямо первая фотография Шихов Манвии Хусаиновны, вот эта фотография, и с благодарностью пишет о ней, потому что на самом деле интереснейший собеседник. И вот то, что, я еще раз говорю, это малая толика того, что у этого человека. Мне кажется, вот спасибо директору, что он согласился выделить, да, детям мы экскурсии проводим, потому что именно на таких судьбах, на примере таких легендарных людей надо детям прививать любовь к чему? К патриотизму, да, любовь к малой родине. Именно каковой была Шихова Манвия Хусаиновна. Это на самом деле уникальнейший был человек, собеседник интересный. Но, к сожалению, вот так вот жизнь. А то, что она объездила полмира, вот здесь отдельно фотографии, просто у вас времени нет. Вот, потому что на самом деле столько много она знала и так далее. Ну и сейчас самый у нас ценный музей, мы пойдем в тот музей. Медали, ордена Манвии Хусаиновны. Экзамен идет по-прежнему. Связь плохая. Скорее всего, микрофон так работает. Нужно было внешний микрофон мне подключить. Я сейчас, кстати, попробую. Возьму микрофон. Так, минутку. Мой микрофон. Сейчас я, ребятки, микрофон подключу внешний. Он где-то у меня лежит в сумочке. И вы мне скажете, слышно хорошо или нет с микрофоном. Мне вот интересно будет знать. А вот он и микрофон мой внешний. Так. Скажите сейчас, вот как слышно хорошо? Вот только что я подключил микрофон секунд 10 назад. Создание интересной экспозиции, успехи патриотического воспитания учащихся. И вот свидетельство дается, это Полежаев, губернатор. Помните, наверное, постановлением главы 99 года Уленкульская является лауреатом премии администрации Омской области по созданию этого музея. Поэтому кое-какие экспонаты здесь есть, которые музея Шихова Манвии Хусаиновны. Вот эти вот все поделки, это ее вещи. Но, тем не менее, я хочу обратить ваше внимание вот на эти головные уборы.
на эти нагрудники, на эти камзолы, на эти шали. И Рушания, наверное, вот это два экземпляра всего в Сибири вот из этих женских головных уборов, которые вышивались золотой нитью. Конечно, кое-что есть самодельные. Вы видите эти... Как называется, девочки, я забыл? А это мы в музее в Уленкульской школе. Как в Омской называется? области, в 280 километрах от Омска. Шолпы. А у нас Смотрим накосники. 3 школьных Чулпа, музея чулпа, сибирских татар. Ну, по-русски накосники. Чулпы, накосники. И вот эти некоторые сделаны сами, а многие это историческое, то, что вот это все натуральное, так скажем. Вот это все не театральное, постановочное и натуральное. А Тихомирию, которую я рассказывал, она собирала посуду наших татар. Поэтому здесь когда-то жили бухарцы, бухарские. Может быть, у кого-то есть родственники, которые по хозяйственной книге, если вы возьмете, там написано бухарский татарин, бухарская татарка. Поэтому они занимались чем? Торговлей. Торговлей ездили вплоть Иркутск, вплоть Китая, и на запад ездили. И поэтому покупали и привозили вот такие вот вещи. Эти чайники. Видно все. Как говорит Марина, вот эти вот ценные вещи, которые здесь у вас есть. Поэтому вот, посмотрите. Ну, наверное, обратили внимание, когда вы едете к нам, вы увидели поля, да? Поля, значит, сразу можно вывод какой сделать? Что здесь занимается сельское земледелие, сельское хозяйство. Сельское хозяйство очень много было, вот казаки тоже любят коней, да, разводить. И кушать. Кушать особенно, скажи. И у нас занимались вплоть до 1913 года, например, Сибирь поставляла в Европу масло, сливочное масло. Поэтому коров очень много было. Как говорят старожилы, им было по 8 лет, они доили 8-10 коров. Вот так вот, девочки. Так, сейчас на ферму пойдем, и девочки покажут, как надо доить корову. Конечно, очень много было животных. Поэтому здесь есть какие-то предметы, может быть, тонганы, комганы. Это, наверное, предметы обихода. Вот эти треножники, наверное, и у вас есть, да? Треножники. Нет, я таких не видел. Любили... Что делать? Параметслер любили, другие что-то, какие-то мучные изделия. И обязательно нужно было масло подтопить, макать и так далее. Вот эти три ножники. А то, что здесь вот рога, там или еще что-то, и даже пауки, оказывается, живые, подметали к приезду гостей, но все равно успели. Поэтому очень много было барсуков. Кругом самого аула уже барсук тогда. Да, очень много было барсуков. Макет мечети, и самое главное, которая была в татарских деревнях 20 в 20 веке, в начале 20 века, в основном такие мечети все были. Парк-тюркизм. И по этому течению многие семьи обратились к правительству России, царскому правительству, чтобы разрешили выехать в Турцию. В 1907 году 100 семей из Уленкуля, Каракуля, Куйгалы, Яланкуль, Янаулу, они уехали. К сожалению, не все доехали. Сейчас очень много наших родственников, уже 3-4 поколение, они очень хорошо живут, да, в Турции. И говорят еще. И говорят, вот самое главное, они
кругом турецкое окружение, и они сохранили все обычаи, все традиции сибирского народа, которые были когда-то. Мы сейчас, я иногда говорю, к сожалению, почему? Потому что мы изучаем татарский литературный язык, а сибиртельное, я не сторонник сибирского там и так далее языка, но мы на своем говорим на сибирском диалекте. Вот. А они полностью сохранили. Вот сейчас часто они приезжают, вот стенд как раз про это говорится. Но многие вернулись, многие умерли. В 1910 году группа опять из Уленкуля обратились к царскому правительству, но в это время уже революция полностью, да, и царское правительство запретило, сперва разрешило, а эти люди, они попродали все свое имущество, дома продали. И в это время из Москвы, нет, извините, из Санкт-Петербурга, там бумага о том, что запрещают переезд. И Уленкуль постиг страшный пожар. В это время всего было 50 домов, и некоторые смогли... Воды не было, вы это прекрасно знаете. Колонок нет. И летом. И около 30 домов сгорело. Люди так без дома, да, и так далее. Поэтому вот сейчас у нас, конечно, связь по Грудилюк налажена. Часто они приезжают. Сейчас часто они приезжают. Практически каждый год то на Сабантуй приезжают, да, то еще что-то куда-то приезжают, на какие-то родственникам приезжают, а мы не всегда можем. И вот Манвия Хусаиновна, о которой я вам рассказывал, она была одной из первых жителей нашего села Уленкуль, которая Манвияпа, Рейсяпа была там и Манчьяпа. Это 3 сестры, у них троюродные уже оставались. А потом уже Ниязовы поехали. Вот здесь про экспозиция этой деревни. Но так как селу уже практически через 20 с лишним лет будет 400 лет по преданию теперь, то, конечно же, мы можем гордиться тем, что село выжило, выживает. К сожалению, население уменьшается. Если буквально 20 лет назад было почти 1500 человек, Письмо сейчас турецкий Баградалек из Омской области, из Школе Уленкуля сейчас было у нас отправлено. обучается всего 96 человек. Ну, я вам говорил, самая Тамарская школа Шабакульского района, там всего 76 человек. Там, наоборот, мало. Там из многих аулов. А у нас из 4 деревень. Каракульская, там 5 человек. Малах есть начальная школа. Там 8 детишек обучается. Уленкульцы и Тусказани. Из Тусказани тоже 6 человек. С 6 по 10 классы. 11 класса там нет. 11 класс только Уленкульцы. Вот так вот мы и живем. Будем надеяться, будем развиваться дальше, да? И очень рады, что вы были. Хоть немножечко, может быть, увидели, может быть, в памяти у вас когда-нибудь останется, что вы... Вот мы уже здесь сидели с ребятами, у них, оказывается, здесь очень близкие родственники есть, поэтому сегодня дальнейшее ваше знакомство будет с ними. Поэтому очень у нас Рушания Павлович вот стоит, наверное, может, расскажет, очень известный на весь мир, так скажем, ансамбль «Ноза» есть, а в нем есть солистка Жунусова Людмила Шакировна. Но она замужем была за казахом, а учительница технологии, это как раз ее дочь, но она самобытно поет, и ее голос, почему я говорю весь мир, в городе Омске 8 декабря будет творческий вечер Соня Паненко, и вот как раз она «Озатлык» радиопередача, да, там еще какая-то передача, вот она записывала песню вот Юрий, слышно? Людмилы Шакировны, и она по всему миру вот это вот раздается. Поэтому наши участники ансамбля всегда принимают участие в всероссийском конкурсе «Тугаря Вуин», становятся вот так вот слышно, да? дипломатами.
А ансамбль, вот Рустам стоит, солист наш, Сейчас Махмуд попробуем Закиржан, Рустам. обладатель гран-при. Молодежь, детские есть, 3 детских маленьких коллектива. Ну, НОЗА. Поэтому вот вкратце, Комель, я не люблю. Ты снимать себя Я снимаю, если вас что-то, вот это вот домотканные, люди сами ткали, это уже, ну, мы наступаем, потому что, ладно, это более 100, бабушки делали А сами. как у вас называется, ну, у сибирских татар, самотканные как раз таки? Урмак. 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 У нас называется алаша. Алаша? Угу. Ну, у вас тоже делали, да? Конечно. Потому что у нас все схоже, только чуть-чуть. У вас баурсаки, значит, у нас, вот я не из этого села, я из соседнего села. У нас русское село, это переселенческое село, в 1931 году основанное. Там прибалтийцы, Сейчас еще молдаване, раз. украинцы. Юля, ребята сейчас были. скажи, вот И здесь как слышно, помогает хорошо? Савкин Лучше? Иванович. Ну, Савкин Иванович, может быть, очень что-то по-другому. Ничего не слышно? Советское время, да. Савкин Иванович был до сих пор. И поэтому они жили взаимно. А сейчас слышно? И между двумя деревнями. И Да? всегда Ну у вот них я эти вставил баурсаки, внешний у меня в микрофон, детстве память. Отец убрал брал, шумовую и в защиту. памяти вот это вот Можно осталось. еще спросить, а это получается как поварешка большая или это... Вот это? Да. Нет, это не поварешка. Пекли хлеб. И когда пекли хлеб, то обязательно, ну, мы никого не тронули. Русский печневый дарс, но специально. Я подумал, может, когда что-то готовили и Нет, мешали. нет. Эти, у нас же вот такие, это уже в последнее время появились. Вот в 1983 году вот этот музей основан. А Шихован веку среднего работал учителем. И есть река Нюхоловка. Слышали же, наверное? Она, особенно вы, когда едете на Вологиново, Евгашино, проезжаете, там, обратите внимание, надпись «Нюхоловка». Она протекает с Колосовского района. И вот так вот собирали экспонаты, вот эти вот все Утлугуль, деревни Утлугуль, которой нету, Каиргуль, Форпост. Этих деревень уже нету. А дети совершали экспедиции. Вот вы своего рода патриоты. Вот это вот, я считаю, еще бы вы, одно замечание, вот если бы еще привезли с собой что-то показать, это было бы еще здорово. А вот то, что вы приехали, несмотря на то, столько километров, вы хотели познакомиться с культурой, вот это же здорово. Вы возьмете что-нибудь, я не скажу, может, что в памяти у вас останется. А, это у них, оказывается, так. О, это у нас по-другому. Вот эти вот вещи, это же... Старики-то умирают, к сожалению. А если бы вот мы это не собрали, если бы не было это, и Рушанепа сказала, еще у нас 4-й музей в татарском центре, есть там здание ДК, но он там, да, он недоступен, потому что там живут строители, а там закрыто. Поэтому... Как... Нет, не в музее, а получается Не перед музей, музеем, а там здание. ну, здание, общее здание, а там люди... Там больше, там очень Там много тоже материала. экспозиция, очень богатая экспозиция. Но я думаю, что и здесь вроде есть, да, посмотреть, сравнить, может быть, есть с чем-то. Но школьный музей у нас был намного богаче, потому что был целый кабинет. К сожалению, сейчас такая вот маленькая комнатка, поэтому очень много экспонатов там, так скажем. А это макет здесь. Нет, это школа. Школа когда-то была, а потом это когда-то мечеть была, а потом переделали это на школу. Вот самое первое, о чем я говорил, это двухкомплектная школа. Ведь во всех татарских деревнях в то время были мечети. А где надо было здание? Здание у богатых людей. А потом, когда уже советская власть начала что-то делать, эти здания мечети отбирали, я грубо скажу, и отдавали под школу. А здания-то не было. Под клубы. А сейчас есть мечеть Под в клубы это потом. Клубов не было. Это хорошо, когда под школу и под клубы. Сейчас давали. мечеть есть у нас. Мы еще Мечеть строение есть, посмотрим. мечеть есть. А это поэтому макет вот, мечети, такие мечети были во всех татарских деревнях, а потом мы уже отдали школе. А тут двухэтажный макет.
Это на самом деле школа была. Такие деревни, это Почекуево, есть деревня Неупокоево. Оттуда перевозили деревни. Ну, разрешали, наверное, потому что разъезжались люди и так далее. У меня все. Спасибо. Рахмат. Вам спасибо. Успехов вам на любом поприще. До свидания. Какие планы дальше? ДК? Нет, талые воды. Какие талые воды в декабре? Нет, про такое я не слышал. Кто тебе такое говорил? Нет? Ну все, тогда. Куда сейчас едем? Уроки идут, а мы шумим на всю школу. Хорошо. О, Туркмения, привет. Деревня Уленкуль. Так, моя куртка запуталась. Где моя куртка? А я забыла, что не вкусно. Давайте теплее, Почему? потому что озеро поедет. За льдом. Я потом расскажу. Я даже лёда увидел. Ломы, Девочки у нас будут сидеть в тепле. Ломы, перчатки есть? У нас издавна пили талую воду. Летом, получается, с озера. Это часть квеста, как для мальчиков, так и для девочек. То есть, Вы имеете в виду, для СМИ нельзя снимать детей в школе и публиковать лица? И даже приоритетным как раз таки получателем главного приза. Поэтому старайтесь. Да, ну, получается ваш квест. Аул находится в 280 километрах от Омска. Это у нас Омская область. Оно было нашим, чтобы оно было как бы народным, традиционным занятием. Девочки у нас будут печь, готовить, да, а мальчики пойдут добывать лед. Лед у нас на озере, тут нет рядом. Вы поедете на лошади, сейчас вы будете ждать лошадь на санях, вы поедете за льдом. Так что рукавички, все, вы одеваете. А талая вода, ее издавна у нас пили. Талая вода очень полезная. Сами попробуйте, потом чай попить с этой воды. Пойдемте? Пакет, Ермек, возьми пакет. Ты будешь талую воду оценивать? Конечно. А я буду снимать тогда, чтобы не работать ломиком. Они говорят, не имеете права, говорят, снимать детей. Ну, для СМИ нельзя снимать. Скажите, что у нас имеется соглашение всех детей и родителей. Все. В чем проблема? Дверь закрой, пожалуйста. Сейчас, слушайте. Все, Рахмат Бигзур. Рахмат Сиадин Абы. Я сейчас, в общем, да, будем лед добывать на реке. Решили нам такой этнический эксперимент устроить. А скажите, вот как сейчас слышно, я подключил гарнитуру. Гарнитура находится вот на мне. Слышно сейчас? Хорошо?
А мы в интернете, вот 300 человек нас смотрит в прямом эфире в Одноклассниках. Это директор школы Сиадина Бey, который нам вел экскурсию в 3 музеях. Ахмед Вали Каримович. Ахмед Вали Каримович? Да, да. А я вас путаю. Он Я не всех посмотрел зовет. на ваше лицо. Да, да. Вы по голосу-то похуже потом. Это родной брат директора школы. Так, без соглашения не снимаем. Ну, все, что надо, снял. Да, все, снял, Рахмат. Ладно, вам спасибо. Пожалуйста, ради Казани. На экскурсии у нас присутствуют городская молодежь, студенты, рабочие. Вы про каких детей имеете в виду? Те, кто в самой школе находился? Давайте, раз. Давайте. Слышно, но слабо. Это мы вышли к памятнику. Бюст установлен был в 2016 году. В сентябре Российское военно-историческое общество установило бюст татарскому поэту Мусе Джалилю. В самом начале я подходил к бюсту. Мальчики, это вот у нас Рустам. Он поедет с вами, если что. Вот такой бюст в глухой сибирской деревне в 300 километрах от Омска. Цитата с левой стороны, да, я показывал. Спереди тоже я клятву дал служить своей отчизне. Военной группе. Написано при поддержке кого сзади. Ну, это Российское военно-историческое общество, да. В 2016 году было дело. Проект «Аллея российской славы». Автор проекта Михаил Сердюков. Деревня, в школе учатся 90 человек. В самой деревне, скорее всего, человек 500-600 диляра, да? Да, где-то так. Питание. Ну, питание не знаю, сколько в школе стоит. По цене сориентировать не могу. Деревня, ну, колхоза нет, есть фермерское хозяйство личное. Школа. Клуб, по-моему, есть. И вот единственная сотовая вышка, мегафон, с помощью которой я и веду трансляцию. Другой связи в селе нет. Так, можно спереди, наверное, сесть, чтобы дорогу снять. А ты тоже спереди? Да, без разницы. Может, там сяду. Или там есть место? Так. Наушники слетели. Сейчас налево надо. Видите, да? Омская область, да, все верно. Кто состоит в партии? Это пожарное депо. Это пожарное депо. Это у нас телевизионная вышка. А там при съезде, наверное... Депо, по-моему, вообще никак не расшифровывается. Это депо. Пожарный пункт пожарный. Нет. Вот там у нас бывшее здание садика, вы, наверное, при въезде видели. Сейчас как бы садик у нас при школе, он как бы группа только создана, детей мало. А при садике у нас сейчас только, наверное, вот, администрация, ФАП, вот эти все, почта. Сейчас пытаемся что-нибудь придумать, чтобы сохранить здание. Здание пока Деревня. почти полностью пустое. Практически все дома деревянные. Я вот не помню, есть здесь каменные частные дома. Рушаня, у вас каменные частные дома есть?
Рушане, Ау. каменные, кирпичные дома есть, частные? Есть кирпичные дома, они как называют на совхозные, это в совхозное время построенные дома. А это вот по этой улице нет, дом культуры только. Я беспартийный, Или проедемся по деревне. кто-то Давайте, интересуется давайте партийной проедемся по деревне. принадлежностью. Прямо проезжайте. Все равно лошадь еще не приехала. Были уже? Это все у нас как бы дома раньше такие. Это вот получается старая часть села, да. У нас в начале 20-го столетия был пожар большой, почти вся деревня сгорела. И после пожара вот эта часть самая первая улица получается. Самые старые дома вот на этой улице. Ну вот мечеть Уленкульская. Да. Это вот у нас мечеть. Минарет был построен в 2014 году. И старый вот этот полумесяц, который был до 17 года. Это Рушаня, он Юлий. сохранился. Это местная девушка. Это у нас обелиск. Можно поехать чуть-чуть, потом повернем. Пожар был Мечеть давно, администрация поэтому была, да. чувства людей поутихли. Это получается Время памятник, никого не щадит. воинам, И ничто. землякам. Кстати, да. Оставьте меня, я буквально на 10 минут. Но мы до края деревни доедем и повернем. Диляра к бабушке побежала. Дилярина бабушка вон там живет. Вот красивый дом. Снежно у нас в Омской области, снег у нас уже выпал Но мы на давно. обратном пути себя заберем. С начала ноября снег уже лежит. До клуба Это до 300 себя километров от Омска на север. И здесь, конечно, похолоднее, чем в самом городе. ехать? До клуба до себя ехать? Сильные морозы и на 5-10 градусов, может быть, холоднее. Диляра к бабушке зашла. Диляра побежала к бабушке в гости. На 10 минут обнять, поцеловать бабушку. А мы знакомим вас с селом, с его архитектурой. В Омске 16. Здесь даже честно не скажу сколько, но 20 я бы не сказал, что здесь 20. Также градусов 15-16 по ощущениям. Ну вот без перчаток, я сейчас вышел, без перчаток снимать не Вот могу. там кладбище с правой стороны. Кладбище это зират. По-татарски, по-мусульмански. Тоже у вас скрываются сусай. Ну да. А вот это что такое, Рушаня? Где? А вот высокий это? столб стоит, да. Это башня водонапорная. бывшая. Водонапорная башня бывшая. Но сейчас она не действующая. Тут магазин был, он закрылся. Очень много сейчас заброшенных домов, нежилых. Вот брошенный дом. Да. Старые дома. О, а мы Опа. встретили скирду. Большая, Ну 100-центровая. вот, ребята, деревенский быт. Это везут сток сена. Смотрите. Все, дорога свободна. Это уже улица у нас Приозерная называется, потому что вон там озеро. Налево посмотреть, там будет озеро. Вы сейчас туда пойдете? Поедете. Ну да, поедете. Так а конская упряжа одна же? Сколько человек туда влезет? Там же Ну там же сани. Сани? Там сани. А ты не поедешь, Женя? На машине бы съездили. самый город. А на машине туда не добраться. Мы тепле. застрянемся, там же снег видишь. Ну, где-то здесь можно повернуть. В принципе, мы уже до края деревни доехали. Это школьный автобус, водитель. Это там живет у нас водитель школьного автобуса, да. А молодые учителя приезжают из города на заработки? Нет. Нет. Зарплата у сельчан, ну я вам уже озвучил, что 3 лился. года назад это Есть уехали обратно. частное подсобное хозяйство. В основном все В выживают основном, сами, да, подсобное хозяйство. держат скотину, сено косят, заготавливают летом. Зимой кормят овец, коров. А вот там, вот за этими деревьями, за теми деревнями, была деревня Утлыкуль. Это старая деревня, да, татарская деревня.
Абдрашитова, ее еще называли, как бы. Да, Ну слушайте, ну никто же не будет специально целенаправленно разрабатывать государственные программы, по которой будут создавать рабочие места на селе. Таких сел в любой регион, куда не приезжаешь, села полупустые, дома остаются брошенными, люди уезжают в город за работой. Потому что люди со своим двором, уже как последние оставшиеся, они переехали в Уленполь. Они все с домами, все. Раньше я помню, я жил в деревне, я жил, можно сказать, в колхозе в 90-е годы. Наш колхоз тоже уже развалился, и его продали 3 года назад. Как бы, вообще, по сути, приозерная, но ее мы называем улица Узкогули. Ну а какая работа в селе? Учителя, врач, библиотекари где-то Там есть, озеро видно. работники, не знаю, ЖКХ здесь нет, водопроводчик один есть. Нет, там бабушка как умерла, ей 101 год, бабушка сама не было. 101, что ли, ей было, или 102 года она умерла. Вот уже лет 5 никто не живет. Но очень много из ее дома вещей мы. Да, это тоже все. Да, в музее. Наследники как бы есть, но они в городе живут, им как бы такого ничего не В надо. Латвии дожди? Тоже старые дома. Ну вот с сайдингом обшитые, они все старые дома. На Кипре? И тоже О, только Кипр это хорошо. будем ждать? Так, сейчас мы... Села везде вымирают. Редко где что-то добывают, металлы, там лес. Или какая-нибудь птица, ферма. Но это уже другой вопрос. Почему нет поддержки такой глобальной? Идет это? А Диляра, да? А вот Диляра вернулась. Снега так много в Омской области. 300 километров от Омска, Большереченский район, деревня Уленкуль, С 2014 года он работает. деревня сибирских татар, бухарцев. Вот мы поехали из Омска со школьниками, со студентами целенаправленно на экскурсию, чтобы посмотреть этническую деревню. Рыбу ловит, да, возил? Да. Но у нас раньше... А мне казалось, Мурманск... Мне казалось, Мурманск намного холоднее Омска. 2-3 года Мурманск же завезли находится вот эти намного появились севернее. ротаны. И все, сейчас карасей нету. А караси у нас такие маленькие. Ну, вкусные. елку ставить или нет? Дети есть? Нет, не желтые, Ёлку белые, но ставят. красные. А желтые, они у меня- нас в черновах и в каракуле. У меня это как было? Уже в лет в 13-14 родители спросили, елка нужна? Мы сказали, нет, и не стали ставить. Они небольшие у нас. Привет, привет всем. Мы сейчас ждем девочку, Охотятся на которая уток. побежала к бабушке в гости. И дальше нас хотят отправить на озеро, добывать лед. Курица же есть, утки, наверное, да? Взрослые, Говядина. на что есть дети. Ну да. Так, мы Ну, дождались. плохо, тут, когда дочка вам не проедет. Когда дочка вам не проедет, да? Ну, сами уж не ездим. Ау, Рассказывайте. Ехать а я на не на приду, озеро, я же простывшему. Да я вот экскурсию вожу. Ты кушал? Спасибо. Ну, нам еще, да, 30 километров до города возвращаться. Приятного аппетита. Поздно вечером, конечно. Доберемся Нет, в город. сейчас есть. Вечером буду. Давайте. Может, вам на деревню переключить? Мы уже поехали. А вот они уже здесь. Мальчиков, наверное, здесь оставим. Ага. Сейчас остановимся здесь. Привет, привет, Курган. Курган совсем рядом с Омской областью.
Так, мальчики пускай одеваются. Мальчики, одевайтесь. А вот у нас учитель физкультуры будет. Я вот не знаю, я простывший. Долго мы там будем? Ну, не знаю. Сейчас спрошу по времени тогда. Якшевус, а по времени мы надолго туда? Я не знаю, насколько. 5, может, 10. На полчаса 5? максимум. На полчаса. 15. Мы в Омской области, да? Максимум полчаса. А я, наверное, замерзну. Что-то пацаны даже никто не хочет ставить. Сейчас спросим. Что, ты поедешь? Может, тебе дать? Я вот простывший. Вот, мальчики, это Шаукатовый. Он будет вам все показывать. Вы увидите весь процесс. Это сибирские татары. Это Да, село ненадолго. сибирских татар. Мы буквально там... Да. А, ну это хорошо. вот у нас и учитель физкультуры Булат Хусаинович Булатовый, можно обращаться к нему. И Рустам с вами поедет. Влезете. Давай. Ну все, удачи. А тут далеко ехать? Нет, недалеко. Вот здесь. Может, пешочком я дойду тогда? Прогуляюсь. А пусть едут, я их сниму сбоку. Нет, мы пешочком догоним сейчас на озеро их. На лошади тут места нет. Пацанов посадил. Мне со смартфоном там не уместиться. Летом я видел озеро. Прямо за домами стоит. Вот живописное озеро. Окружает деревню. Снега уже по колено почти. Градусов 15. Терпимо. Приехали уже? Я говорю, недалеко. Зелененькая, хорошая сено. Это лошадка. Майка? Майка. Подольск, привет. У меня брат там служил в армии. Дальше пешком пойдем к озеру. А лед не провалится, он точно уже замерз? Лед же, поди, уже точно замерз? Видите, сверху вода. Ага. Из-за чего? Люди возят оттуда лед. А лед зачем везут? Для питья. Для питья. А в деревне нет питьевой воды? Есть у нас колонка. Ну она что, примеси какие-то имеет? Да. Примеси, да? А на запах? На запах я как вам сказать. Может, не так уж лучше. Ну у нас тоже в Новосибирской области вода в деревне. А вот тут хорошо. Не очень. Пойдем. В Подольске, ну как сказать, служба службой. Толком ничего увидеть нельзя, кроме своей воинской части. Вот местные жители, сибирские татары Уленкуля, говорят, что вода в колонках грязная, с примесями пить ее сложно, поэтому выходят вот так вот зимой, долбят лед и берут его с собой, растаивать. Когда все это растает, можно пить. И круглый год вот на лето. Раньше, когда электричества не было, запасы делали, по грибах хранили лед. Так а по грибах тепло же он растает. Нет, не тает. Вот смотрите, легко делали. как раскололи, это получается лед еще не сильно промерз. Это тут не промерз, оказывается. Это верхний. Может, подальше пойдем вот туда? Лед вот так промерз, Угу. а сверху еще вода вышла. Вот А. на озеро надавило.
Выдавило, да? Да, Да, вот выдавило. сейчас повсюду вода. А летом тогда вам приходится с колонки воду пить? Почему у каждого лодка считает? У То меня есть- лично лодка, я людям помогаю. Ну, лодка имеется в виду, вы на центр озера выехали, доплыли, набрали воды. во фляги и потом вывозят, развозят. Одним словом, самая чистая вода. Вот. Ну, то есть Было бы близко. скотину вы сюда к озеру, к берегу не подпускаете. Нет, Они туда не ходят, просто речка Мгм. есть. Тут спрашивали, как... Я хотел сказать, тут же не только татары, русские семьи живут в Уленкуле. Дядка моя говорит. Это преподаватель, который... учитель, да. Это... 99 что-то там процентов проживания татар. Это значит, один Здесь два есть человека, русские ребята, кстати, живут, другой национальности. преподают. Человек, Учительница была, которая первая приехала в 20-х годах. 20-30-е, насколько я помню, годы. Сейчас рассказал музей директор школы. Русская учительница учила татарских детей, потому что татары абсолютно не знали русского языка. И вот так вот открыли здесь школу. Там готовы. По-моему, была пятилетка первая. И потом уже отправляли в соседнюю русскую деревню дальше учиться детей. не получилось, а вот так. Такое есть, почему нет? По Омской области север я проезжал в сентябре. Это 500-600 километров от Омска. С питьевой водой большие проблемы. Мы в Омской области, на севере, в 300 километрах.